Руслан Джумашев работает в службе такси более 4 лет. Он с семьей проживает на съемной квартире. По его словам, рост цен на бензин сильно бьет по карману. Рост цен на бензин существенно влияет на нас. Если раньше в день я заливал на 500 сомов бензин, то сегодня в день заливаю как минимум на 700-800 сомов. Теперь в марте цены на топливо вырастут еще на 10%. Об этом сообщили в Союзе нефтетрейдеров. Если сегодня 1 литр бензина в среднем стоит 40 сомов, то теперь ожидается, что он будет стоить 44. Мировое повышение, это тенденция, мировое повышение на нефть, это Всемирная организация, то есть Международный валютный фонд, Всемирная организация, тоже сегодня прогнозирует, что порядка 20% цены будут возрастать на нефть. Кроме того, у нас с начала года, например, российские нефтеперерабатывающие заводы цены повысили порядка на бензиновую группу только порядка $150. Это будет такое, дает ощутимое такое повышение на бензиновую группу. Однако, как заверили в ассоциации, рост цен носит сезонный характер. Увеличивается спрос ближе к весенне-полевым работам. В результате нефтяные компании поднимают цены, но стоимость не будет резко повышаться. Однако неясно, какова будет стоимость в следующем месяце, если она будет зависеть от импорта топлива. Поэтому специалисты говорят, что необходимо искать альтернативные источники. Например, говорят, что эффективен импорт из таких стран, как Иран и Туркменистан. Некоторые же уверены, что единственный способ решить проблему – это заводы в Кыргызстане. Но до сих пор это не сработало. В связи с этим в Джогорку Кеңеше предпринимаются попытки внести изменения в законодательство. Во-первых, данный вопрос не решится за один день, так как местные производители в год производят лишь 240 тысяч тонн горючего. Это лишь 5% от нашей потребности. Во-вторых, существующие малые предприятия, если даже будут перерабатывать здесь, то не окупится, потому что в рамках договора с Россией есть беспошлинный ввоз ГСМ на территорию Кыргызстана. Подорожание горюче-смазочных материалов приведет к подорожанию во всех отраслях, связанных с транспортом. Экономисты считают, что это может быть как продукты питания, так и услуги. Ассоциация иностранных инвесторов сообщила об ожидаемой ситуации на рынке. К большому сожалению, из-за бессилия властей ожидается рост цен, поэтому мы должны диверсифицировать сырой продукт из таких стран, как Азербайджан, Казахстан, и перерабатывать у нас в нефтеперерабатывающих заводах. Мы должны прийти к тому, чтобы мы обеспечивали сами себя горюче-смазочными материалами. Во-вторых, повышение стоимости горючего может привести к росту цен на продовольствие, ведь в стоимости любой продукции есть доля, которая приходится на ГСМ. Напомним, Международный валютный фонд также прогнозировал рост цен на нефть на 20% в 2021 году из-за восстановления мировой экономики. Кыргызстан потребляет в среднем 1,3 миллиона тонн нефти в год, только 5% производится в стране. Азамат Кенжешев, Гульчор Казымкулов, Нью ТВ.